Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 4 марта. Смотрим мы с вами все знаки в двух частях по 6 знаков. Это первая часть, здесь будут знаки от Овнов до Дев. 4 марта, Овны. Понедельник, события дня. Колода пассианс, не сказала. Так, Овны, понедельник, 4 марта. События дня меня интересуют. Покажите мне события дня. Удача, первое событие. Конверт. Роза. Свидание. Чашка. Подсвечник. Кровать. Ну и смотрим горизонталь, вертикаль, конечно же. Горизонталь нет, теперь вертикали проверяем. Нет, 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 нет. И змею нельзя соединить. Получается, у вас 6 событий. Первое событие выпадала удача. Вам в этот день будет вести в понедельник. У вас может быть получение, что-то будете получать, какой-то документ, справку, может быть зарплату, может быть посылка. Но чаще всего это какая-то бумага. Дальше может быть свидание, надежды на этот день возлагаете и гости. Пойдете в гости, будете встречать гостей. И еще интимная связь, кровать. Интимная связь может быть. Так что, в принципе, все события хорошие выпали у вас. На понедельник. День удачный. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к тельцам. Смотрим тельцы. Тельцы, события дня. Понедельник. Череп. Первое событие, болезнь. Цветочек, исполнения желания. Будильник. Роза. И лавровый венок. Сейчас проверю еще горизонталь, вертикаль. И буду рассказывать, что я вижу. Смотрите, есть еще маска. Обман. Предупреждение. Так, и здесь нет. Получается, у вас 6 событий. Первое событие предупреждает, что могут быть какие-то проблемы со здоровьем в этот день. Также еще может быть второй вариант. Если вы запланировали лечение, какие-то процедуры, то болезнь может подтверждать, что все
состоится. Дальше исполнение желания будет, свидание, успех в работе, в делах. И еще 2 предупреждения. Кроме черепа, будильник показывает, что вы можете куда-то опоздать в этот день, не успеть. Со временем вы не будете дружить, так сказать. И маска, обман. Возможно, вас даже может кто-то обмануть в этот день, поэтому присматривайтесь и прислушивайтесь, чтобы постараться избежать обмана. Вот такая вот информация для вас, тельцы. Благодарю за внимание и перехожу дальше к близнецам. Смотрим близнецы. 4 марта. Марта, близнецы, понедельник, события дня. Якорь, первое событие. Метла. Мешок с деньгами. Корабль. Новость и корона. Теперь проверяем горизонталь, вертикаль. Есть, смотрите, сразу же победа. Нет, нет, нет. Шарики нельзя. И здесь нет. Значит, смотрим. У вас по якорю получается, вы где-то проведете несколько часов в одном месте в этот день. Что-то вас будет держать. Утяжеление, якорь. Может быть небольшая ссора, может быть долгое ожидание. Финансовые вопросы будут решаться. Получение новостей, информации, общение с каким-то влиятельным человеком. И, возможно, вас ждет победа еще в этот день. Вот такие события. Из предупреждений ссора и ожидания для вас. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Так, рак. Смотрим раки. 4 марта. 4 марта, понедельник. События дня. Солнышко, первое событие, радость. Будильник. Цветочек, исполнение желания. Дорога. Так, ну смотрим
Горизонталь, вертикаль. Деловая встреча есть по вертикали. Деловая встреча. Разочарование есть. Колодец. Возможно, встреча станет разочарованием. Ну, здесь нет. Получается 6 событий. Сразу же первое выпадало солнце, показывало, что у вас будет с утра хорошее настроение, вы будете на позитиве. Дальше может исполниться желание, может быть поездка, может быть деловая встреча в этот день. Но есть два предупреждения. Разочарование будет, то есть сильная печаль, вы будете опечалены чем-то, и будет какая-то проблема со временем по будильнику. Будут эти события связаны или нет, мне сложно сказать. Ну, в общем, правильно распределяйте время и старайтесь не расстраиваться в этот день. Потому что, ну, все можно исправить. Даже если что-то и не получилось, допустим, на этой встрече, то это точно не повод, не повод для грусти. Благодарю за внимание, раки. Перехожу ко львам. Львы, 4 марта. Марта, события дня. Колокольчик, первое событие у вас, левушки. Солнышко. Весы. Подсвечник. Угу. Смотрим, значит, здесь нет. Шарики есть по горизонтали. Шарики здесь нет, здесь нет, здесь нет. Есть, смотрите, еще есть по вертикали череп. Череп — это болезнь. Лебедь также есть по вертикали. И маска еще есть по вертикали. Так, значит, смотрим, что получилось в итоге. Первое событие показывает, что у вас с кем-то будет болтовня в этот день, пустые разговоры. Звон, колокольный звон — это пустые разговоры. Хорошее настроение, хорошие новости вас ждут, сложный выбор. Весы — это колебания, сомнения между двумя вариантами. Обман, маска, предупреждение. Вот два предупреждения — это обман и болезнь для вас на понедельник. Надежды какие-то вы будете возлагать на этот день и гармоничные отношения в паре. Так что из плюсов отношения, из плюсов новости, хорошее настроение, болтовня. А из минусов обман и болезнь. Но если вы запланировали, допустим, на этот день поход к врачу, лечение зубов, поход, может быть, там, к косметологу, массаж какой-то, то, в принципе, череп может показывать, что вы занимаетесь здоровьем. Или может просто показать усталость в конце дня сильную. Так что так, это не обязательно прям болезнь. Благодарю за внимание, львы, и я перехожу к девам.
Девы. Четвертое марта. События дня для дев. 4 марта. Подарок девы в понедельник. Вы можете получить или подарить подарок, сюрприз, презент, успех. Нерешенный вопрос. Маска, обман. Угу. Так, значит, смотрим горизонталь, вертикаль. Нет. Конвертик есть еще. Получается, значит, в этот день с утра вас ждет какой-то успех в делах в понедельник и, возможно, подарок. Дальше идут два неприятных события. Нерешенный вопрос и обман, маска. Смотрим ножницы. Ножницы далековаты друг от друга, поэтому, скорее всего, что этот вопрос не решится. Ну, не в понедельник и еще не очень скоро решится у вас. Так что настраивайтесь на то, что решение не придет в ближайшее время. И также еще в этот день может быть получение у вас. Получение документа, справки, посылки, получение зарплаты тоже может быть, получение новости может быть, и что-то получите. Вот такая информация для вас, с двумя предупреждениями. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня уже будут во второй части видео. Ссылочку я всегда оставляю внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами увидимся во второй части.